была другая вывеска. Но Renault, несмотря на волатильность российского рынка, показывает завидно стабильные результаты и является безусловным лидером рынка. Renault номер один после ВАЗа, ну номер два, если корректно, да, по объему продаж. Уже из года в год, ну несколько меняется ситуация, но Renault то третий, то второй, то третий, то второй, вот так. И, конечно же, с учетом того, что Renault в своей гамме имеет множество бюджетных автомобилей или автомобилей, производимых в России, то мы в Арконте, а мы являемся специалистами среднего сегмента, стремимся вверх и вниз. Нам нужны премиальные бренды, нам нужны бюджетные бренды. Поэтому мы с удовольствием открываем эти центры Renault, и это замечательный бизнес с очень стабильным партнером. Кроме того, основным партнером Арконта является альянс Renault-Nissan. Андрей Вячеславович, я слышала, что этот салон создан по абсолютно новым ультрасовременным стандартам марки. Скажите, пожалуйста, подробнее, что вы имеете в виду? Давайте лучше я вам скажу, во что превратятся автосалоны в ближайшее время. Вот это, по-моему, более интересно. Дело в том, что сейчас, ну, как вы понимаете, интернетизация идет абсолютно полным ходом, компьютеризация. И, конечно же, вот всякого рода компьютерные штучки, они будут появляться во всех салонах. По большому счету, автосалоны будут изобиловать гаджетами, всевозможными интерактивными игрушками, всевозможными штучками, интересными потребителям. Вот это действительно правда. Можно будет легко и просто, там, путем прикосновения к дисплею, да, все дисплеи сенсорные, вот, можно будет либо получать информацию, либо играть в игрушки, либо получать информацию, не имеющую отношения к автомобилю. Понимаете? Вот. К этому вообще идут практически все автомобилисты. Ну, а кроме того, это еще и возможность запись через интернет на сервис, там, и многое-многое другое. Вот это, мне кажется, ну, очень, ну, как такой дух времени присутствует. Многое выходит в интернет. Слава Богу, не выходит до продажи автомобиля. Вот этот салон получился больше, чем в Волгограде. Нет ли обиды у волгоградского автосалона, потому что этот претендует как бы на главенствующие регионы? Эти салоны не должны пересекаться. Дело в том, что бренд локальный. Понятно, что этот салон предназначен прежде всего для тех, кто живет за Волгой. И ну, мы по опыту работы Nissan, да, мы знаем, что это именно так. То есть все заложенные районы, ну а также город Волжский, ну, в огромный процент, я не скажу, что все, да, потребители, но очень многие покупают автомобили и обслуживаются именно в центре Nissan, который рядом. Наверное, то же самое будет и здесь. Действительно, и у первого дилера плюс второго дилера, да, наверное, нельзя сказать, что были избыточные сервисные мощности. Их не было. Вот. И по большому счету это разгрузка именно сервисных мощностей, ну, вот, тех людей, которые в прошлом являются владельцами Renault, теперь они будут приезжать к нам сюда.